Сделай как бы свое хобби до работы, и ты в жизни не будешь работать ни один день. В большей степени вот монохромные, черно-белые там в основном работы графические, вот это вот мое. И камерность. Я люблю маленькие форматы. А4 для меня ну, это максимальный. Ну, я делал и больше работы, конечно же. Бывает, что на заказ делаешь и побольше. Но в какой-то момент я уже начал говорить, что вот я больше такого формата не буду рисовать. То есть, ну, просто почему вот нам хочется больше? Я говорю, ну, у меня не лежит к этому. Мне нравится детали там вырисовывать, сидеть, вот этим вот мелочевочкой заниматься скрупулезно. В качестве материала я использую в основном тушь и перо. Вот эта вот комбинация такой техники создает мягкие работы, в то же время там есть четкость. Акварель и графика, допустим, они требуют к себе подхода чуть ли не за один раз. Там можно, скажем так, технически там штрихами там что-то исправить или пятно поставить какое-то там более темное. Если эта ошибка не влияет критически на полностью работу. Часто бывает с пера капает пятно, ну там дернулась рука или там толкнули под локоть. Дома всякое бывает. И у тебя просто капля туши, такая бам на работу, и все. Это по новой начинай, потому что ты ее никак не уберешь. Бывает, что очень быстро рисуешь. Там буквально здесь я делал работы там за 4, за 5 часов. Какие-то там, какую-то за 2 часа можно сделать. Прям все получается, все хорошо. Ты получаешь удовольствие, работа получается, это все одно накладывается на другое, и ты такой прям, вот это вот творческое такое наслаждение идет. А бывает, что ты работу прям вымучиваешь, но она хорошая получается за счет того, что ты там сидишь над ней, корпишь, то, что ты там вкладываешь труд туда. Но там день, 2, 3 бывает. Очень много работ начинаешь, там в 2017 начал работу, а закончил в 2024. То есть она валяется в папке, ждет своего времени, она сырая, там в ней какая-то идея заложена, но ты ее там, ну, на тот момент не было у тебя там вдохновения, не было желания, отвлекся на другие заказы или на другие дела. И это работает, спокойно лежит в папке, а потом такой ты начинаешь перебираться, потому что все художники постоянно свои работы просматривают, такой, оп, а вот тебя мы сегодня закончим. Мы, когда вернулись в Крым, я был поражен вот природой, красотой. Вот, когда увидел Бахчисарай, например, или там Гурзуф, эти улицы маленькие, с домами старенькими, вот такое все. Оно покорило настолько. Фотографии, конечно, в этом плане это хорошее подспорье для художников. У меня не стоит задача прям передать точно с фотографией, как было. У меня, я как и всякий художник, беру образ, как бы его пропускаю через себя и выдаю там свои эмоции. Но в целом образ получается такой старенькой, там, крымско-татарских улочек, домиков. Они уже на этих фотографиях, конечно, были такие уже, понятно, что на тот исторический период уже там в плохом состоянии были. Но все равно они родные, они трогают, вспоминать, обдумывать вот эти вот моменты, которые исторически были, там, как наш народ жил когда-то, какие были условия, какие были там традиции, какие были предметы быта. Сейчас многие начинают строить дома, и они привлекают архитекторов и хотят в этническом стиле. И вот эти дома всегда очень выигрышно смотрятся. И это всегда дороже, на самом деле. Самобытность, она вот, то, что, ну, вот эти элементы, которые архитектор использует, вызывают теплоту. Когда мы вернулись, у нас как бы нам нужно было землю, нам нужно было где-то жить. Все мы столкнулись с проблемой построить дом. У всех, практически у всех была эта проблема. И я тоже так же ходил, учился, там, строил дом. У меня начали появляться работы, где я начинал рисовать, там, нарисую какую-нибудь там чобана, а у него вместо головы думаю, о, дом, класс. Вот как-то вот так получилось, скомпоновалось. И появился вот такой вот рисунок. Чем бы человек ни занимался, все равно на этапе вот возвращения и становления на родине у него в голове была постройка дома у каждого. То есть мы все об этом думали. В этом году вот мне довелось поучаствовать
в Urba Fashion. Была коллаборация с Dev EV. Тимуру понравились мои работы, он захотел создать вещи с принтами. И на показе были 3 моих работы. Конечно, художнику хочется, чтобы его работы пользовались и спросом, и чтобы больше людей их видело. А когда ты ходишь, и буквально твоя работа на ком-то, и он где-то там, это такая как неконтролируемая выставка одной работы. Это очень круто. Немножко помогу. Металлом я занимаюсь с 2014 года. Была ситуация, когда нужно было сделать на объекте кованую лестницу. И я нарисовал эскиз, а мой друг сварил эту лестницу, но я ему помогал. То есть мне было интересно, как оно происходит. И мне так понравилось метод соединения различных металлических элементов электросваркой. Я заинтересовался, потому что у меня нет сварки, образования сварщика я не получал. Но потом я начал более так глубже изучать эту тему. Я посмотрел, что очень много художников, скульпторов именно варят электросваркой, и они делают шикарные скульптуры. Это декоративное изделие, крымско-татарский дом. На самом деле это почтовый ящик. Такое вот уникальное пока что изделие. Большое окно на первом этаже. Первый этаж часто бывал магазом, или там была какая-то лавка, или какая-то мастерская. Часть окна выступала в роли витрины, когда раскрывались ставни. Вот. Второй этаж — это жилой, и тут был балкончик. В Бахчисарае еще часто вместо балкона просто вынос дома делали с окнами, но были и с балконами варианты. Вот это вот такой собирательный образ крымско-татарского дома. Я работаю в основном сварочным полуавтоматом, проволокой варю в газовой среде. Мне очень нравится тот момент, что я могу сделать какую-то там деталь своей будущей работы. За 5 секунд, грубо говоря, я соединяю их, я не жду там, обычно как если лепишь, то надо снимать форму, лить металл, ждать пока остынет. А здесь прям вот сделал, посмотрел результат. Вот эта вот скорость мне очень понравилась. Хотя дальше я начал работать, сложнее делать, и, естественно, там они не занимают мгновенные, не дает такой эффект, но конечный результат, конечно, он радует. وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حدثنا عبد الله بن يوسف. Есть такие детали в работах, которые то, что я рисую, люблю мелочевку. То же самое и в металле я начал делать. Можно сделать просто дверь, а можно на ней выгравировать рисунок дерева, сделать колечко вот это дверное, или сделать имитацию петель. Она не будет работать в этой конструкции никак, просто для визуала. Но вот это вот такие детали, они вызывают и у людей радость, если честно. Они очень любят рассматривать мелочевку всю эту. И мне нравится сидеть, это делать. Потому что вот я люблю, на самом деле, не то, что как играешься, все мы дети, в принципе, в душе, но вот ты прям получаешь удовольствие от изготовления каких-то маленьких декоративных элементов. Вот здесь вот образец, который я делал для одного заказа, там необходимо было сделать поручень на лестнице в подвал длиной плюс-минус 5 метров в виде длинного такого дракона. И вот я делал образцы чешуи, как оно будет выглядеть, вот это вот, в принципе, в масштабе 1 к 1, все, только фрагмент. Вот такого вот дракона. То есть каждая чешуйка отдельно? Да, вырезается, приваривается. Помимо, допустим, таких художественных заказов мы делали и разные, навесы, ворота, такое. Был период такой, когда была такая, скажем, бригада художников, ковщиков, сварщиков. А этот период прошел, потому что все равно, я как мастер, допустим, я что-то хочу сделать, но не могу на это отвлечься, потому что та работа не дает. И я начал, грубо говоря, заниматься более творческими заказами. Поставил себе цель, что нужно выйти на какой-то уровень, чтобы у тебя были заказы по твоему профессиональному виду работы, а не такие общие. Общие, конечно, это хорошо, это хлеб, это заработок, но вот если бросить
и уйти в эту бытовые заказы, то потом ты через какой-то период поймешь, что ты там не рисуешь, что ты не занимаешься вот своим непосредственно профессиональным навыком, и он будет слабеть. Одно из дополнительных моих направлений – работы из запчастей разных, там, ну, металлолом, грубо говоря. Есть направление, оно называется Scrap Art Metal. Это какой-то робот? Нет, Что это те же бокс-хеды, коробкоголовые из той же линейки работ с внутренним наполнением для своей черепной коробки. То есть там философские работы. Причем ее можно как так сделать, как так. То есть либо ты что-то вытряхиваешь из своего ребенка, либо ты его просто наполняешь чем-то или просто как бы радуешься. Голова каждого из нас — это коробка. Ну, у нас же Каждый сам решает, чем ее наполнить. Да, в основе же черепная коробка. Как рождаются такие? В какой-то момент из твоих рисунков, каких-то там набросков, почеркушек появляется такая мысль, а почему бы не сделать вот такую вот штуку? И ты потом начинаешь думать, размышлять, к чему она, для чего. Вот у меня видно вот такие всякие есть наполнения, да. Вот я беру там какие-нибудь железки и начинаю там с них что-то мудрить. Такие чашки, чанахи, тазики с вот допустим, вот шикарная штука. Вот она. Она еще и активная в плане динамики, то есть она не статичная. Ее можно в какой-нибудь скульптуре использовать, и будет вообще крутая тема. Шестеренка, которая крутится. Все, что, как правило, отправляется в мусор, у вас это все бережно хранится. Только металл. Только металл. Это аттракцион, монетный двор Дарбхане. Ручной чеканный пресс, на котором можно отчеканить собственноручно с помощью кувалды и заготовки монету, реплику монеты Крымского ханства, ну, в данном случае монета 1781 года, сувенир. Вот. А раньше, конечно, делались монеты по-другому. Мастер из прута отрезал заготовку, плющил ее, вырезал ножницами круг и потом, ну, такой диаметром определенным, взвешивал эту заготовку и потом вручную чеканил. Немножко другой, но принцип тот же. Есть нижнее клише, верхнее клише и есть система, как бы принцип удара. Вот. Сейчас вы будете чеканить, да, себе монету. А вес как? Тяжелый? О, вообще-то тяжелый, да. Ну ладно, я соберу все силы и попробую. Немножко помогу. Ну, почти. Немножко помогу. Вот теперь смотрим. Опа. Ух ты. Вот такая монета 1781 81 год. Один куруш. В конце июля, в начале августа я ездил на международный фестиваль Буюк-Чекмедже, 25-й он по счету, то есть это 25 лет уже проводится, в Стамбул. Вот, мне довелось там принимать участие. И я туда повез вот этих вот болванчиков, металлических аскеров. Но мы стояли за одним столом с Венерой Курмаевой, она вышивку крымско-татарскую, у нее школа вышивки, великолепные работы. Я первый раз там был в таком вот именно масштабном мероприятии, 25 стран. А мы там были 10 дней. Проходило все это мероприятие в культурном парке, вот это целый огромный район Буюк-Чекмедже, то есть каждый мастера, там у них был свой стол, стенд, и вот Крым представляли мы. Я познакомился с кучей мастеров, там просто это всегда вдохновляет. Я посмотрел, как люди работают, как они себя презентуют, как свой народ, там, свою культуру представляют. Классно. Когда я вижу, что на выставке посмотреть на мои работы приходят там, студенты или молодежь, и это интересно, то есть они с этих работ впитывают нашу архитектуру, и я понимаю, что вот какой-то я вклад в крымско-татарскую культуру и в ее развитие внес. Хочется как бы работать в этом направлении, то есть не останавливаться.
Значит, все не зря.